Ну и снова здравствуйте! 15 июня, суббота. И сегодня с нами на рыбалке Алексей, Олег, Андрей. Пока я ездил в райцентр по делам, они вот уже успели на фидер надергать 4 окушка, язёк, ну и несколько ёршиков. Прикормка, все дела. Еда, питье, закусие. Короче, все как полагается, все как надо, все как делают нормальные рыбаки. Едем на остров, будем пробовать рыбалку на фидер, будем пробовать на удочку, будем пробовать на спиннинг, будем пробовать на все. Ну, конечно же, у нас там ждут продольники нашей проверки. Кинули 2 закидушки, все будет, и вы это все увидите. Поехали. Прошло 20 минут. Какой 20? Ну да, минут 20. Собрались выезжать, уже думаю, да, гляну, дергает, не дергает. И там кто-то, друзья, дергает. И сейчас мы посмотрим, дойдет он до берега, не дойдет. Но такие дергания неплохие, как говорится. Яздевые, можно так сказать. Не знаю, дойдет, не дойдет яздек. Вон мини-язь уже идет. Окушок. Вон он, вижу, дергает. Это еще один ёрш. Так, пока идет. Окунь. Друзья, окунь. Вот это окунь, горбач. Вот это горбач. Я думал, ясь, друзья, вот он. И смотри, зацепился-то как слабо. О, и малек. Он нашего малька уже украл. Смотри, он сел вот такого малька снимать. Ецкадан. Йенсекадан. А смотри, как слабо-то. Я его еще тяну, думаю, в заглот, наверное. А он вон, всего-то. Загубан. Горбач, вообще красавец. Вообще вот такой окушок. Олег Иванович. Вот на это, наверное, Геннадьевич. грамм на 700 по-любому есть, да? Да. Хороший. Вот такой вот у нас на закидушечку клюнул. И там один маленький, и 2 ёршика еще. Закидушки сработали. Пошло дело на прикормку. О, Вообще красавец. вот так вот, друзья. Печорский окунь со стандартом. Только рыбацкого напитка хряпнули, и сразу все пошло как надо. Не зря говорят, на сухую и рыба не клюет. Все отлично, друзья, все хорошо. Так. На родственника Валерки. Малька он или поймал, или в прошлый раз сорвал уже малька, получается. Вообще-то. Нету? Не дергает. Ну приедем, проверим. Насадить-то надо, наверное. Да, надо он обновить, он. Нет, это да, сейчас сначала закинем то, потом проверим это, пока выключаемся. Ну что, вот мы и на месте. Олег собирает спиннинг, я буду проверять продольники. Алексей с Андреем пытаются поймать рыбу на фидер. Посмотрим, я их оставил на берегу. Вот наши вещи оставили, но скорее всего сейчас они проверят, если там клев не ахти, потому что там тиховод более-менее, рыба в принципе должна быть. Но если там клевать не будет, базу сделаем мы на том берегу, там и дров хватает, и место как бы тоже есть, место, где можно просто посидеть с удочкой, и, наверное, переберемся туда. Ну а пока давайте начнем проверять все-таки продольники. Что, поехали? Сегодня утром продольники не проверяли. С вчерашнего вечера, вчера насадила на мальков, все реанимировал, так что, не знаю, небольшая надежда, конечно, есть. Но посмотрим. Что попало, то наше. О! Так. Да ничего не... О! Показалось, натяжка есть, а это, скорее всего, засыпало. Да, засыпало продольник. Продольник пустой. Продольник пустой, рыбы нету. Первый блин комом. О, вот это да. Ну, вроде прошло времени-то, блин, только вчерашнего вечера. А попало под это. Жесть. А еще видишь, какую корягу засыпал. Так, что у нас? О, язёчек есть один. Не знаю, дойдет, не дойдет. Попробуем. Дошел.
Энцкадан. Первый язычек. Мой батя всегда говорил, ну, когда говорит, с каким-то новеньким идешь на рыбалку, но он, продольниками редко, он в основном на сети. И говорит, если сети проверяешь и вообще пусто, то того новенького, говорит, в воду кидали, купали, говорит. Такой обычай. Вот я мне всегда, он говорил так, и мне так страшно было, и смотришь, о, сеть пустая, допустим, рыбы нет. Ну, сынок, придется, говорит, тебя искупать. Я так боялся, потом проверяю, я так все Бога молил, думаю, хотя бы что-то попалось. Потом раз, одна-две рыбки. Ну, спасибо, говорит, что попалось, а так, говорит, пришлось бы тебя искупать в воде. Я аж там, бля, ждал, когда эта рыба в сетке появится, думаю, бля, сейчас придется купаться в холодной воде, блин. Так что тебя уже не искупаем, уже рыба есть. Какая-то натяжка вроде бы есть. Ага, есть. Яздёк есть. Не знаю, дойдет, не дойдет. Вот он. Дошел. И все. Второй яздёк есть. Ну а дальше пусто. Что-то есть в конце. Не крупное такое. Язёк. Не знаю, дойдет, не дойдет. Яздёчек подъязок. Дошел. Третий подъязок. Вот которые заглотили, они остались. А которые, видать, но все-таки времени прошло уже сколько? Почти сутки тоже. Заглотил глубоко и нормально. Дождался, как говорится. Что еще попадает? Щуки? Щуки не, щуки единственный раз попала щука, и то как-то она не перекусила, потому что леска прошла через дроть, через жабру и как бы и обратно вот так вернулась петлей, и она как бы в кукане была. Килограмма на 1,5 где-то, наверное, щучка такая была, единственный раз. А так иногда перекусывает, но как бы редкость. На течении эта щука не живет, она как бы в тиховоде старается. Поехали дальше. Наживляем, отпускаем. На спиннинг пока не хотит, с берега тоже молчание пока. Фидеры молчат, удочки молчат. Работают только продольники. А здесь у нас новый продольник, который мы вчера закинули. Через 2 часа проверили, было пусто. Сейчас посмотрим, что сработало за 20 часов. Ну, сколько? За 15 часов. Сработало. Один окушок. Дойдет, не дойдет, дошел. Один окушочек. Окунек. Такой. Ничего, средней паршивости. И все. Нет. Новый продольник. Первая рыба окунь. Наживляем, отпускаем. На берегу пока тишина. Так что, может тогда базу пока так делать не будем, мы переедем туда, может. Там, понимаешь, вытекает ручей, река, и получается тиховод спад так на границе. Окунёж будет 100%, а если прикормить, может и белая рыба какая будет, а может и харью заходить тоже. Ну посмотрим, пока сильно это... Мы сейчас проверим, если ничего не поймаете, то переедем. Что-то у нас слабовато сегодня. Тоже что-то пусто. Окушочек, второй окушочек. Отошел, что ли, ясь уже? Кончилось время яся. Поздно, ребята, приехали.
Ну, в принципе, вон неплохие окуняки, да? Вон, вполне достойные. Ага. Смотри, нос какой у окуня. А мне капает, а мне не капает. Два окунька. И все. Поехали дальше. Что-то есть, какая-то натяжечка. Язёчек. Язёчек. Да это язь целый. Это целый язь уже, а не язёчек. Хороший язёк. О, смотри, крючок аж изогнул. Загнул крючок. Слабый крючок получается. Успокойся. Хороший язёчек. Все, успокойся. Сэр, вы проиграли. И еще там есть окушочек. Язёчек и окушочек. А скрутили-то, ёк-макарёк. Опять распутываю после вас. Вот как подыхает, начинает накручивать и всю леску скручивает, блин, вокруг своей оси. Эх, ладно, будем распутывать. Окушок. Окушочек. И еще что-то там есть. Еще один. Бля, опять дохлый. Опять сейчас накрутит. Пошел окунь. Продольники можно собирать. Еще один там окунь крутит. Видишь, окунь же есть. По идее он же должен брать на это. А вот что не берет? Ни силикон, ни вертушку, ничего не берет. Надо было пробовать еще на удочку. Вот он тут вот прям в кустах плескался. Вот когда ветра нету, тихая вода. Ясь прямо вот я, окунь, я не знаю, или щука там, блин. Прямо в кустах плещется, видно же его. 3 окуня. Берет на малявку. Че бы силикон не взять, да? Такая же малявка, считай. А он не хочет. Ух ты, там кто-то есть. Бляха-муха, я мотор запутался. Твою дивизию. Твою дивизию. О, смотри, какой он покоцанный, смотри. Или что это такое у него? Больной. А? Больной. Понятно. А, с сеткой, скорее всего, да? Ну не знаю, что-то он поврежденный, вон позвоночник у него. Ладно, отмучился. Там еще что-то есть. Короче, вон окушок живой еще. Еле-еле зацепился, кстати. Язёк. И еще, еще 2 окуня. Один живой, а нет, оба сдохли. Один недавно, второй давно. Окунь-то есть, почему? Чего он не берет? Может поменять снасть? Что если не берет? Тут неужели, блин, окуня нет? Вон, он же есть. Может слишком маленький. Побольше или поярче, не знаю. Что. Так, натяжка есть небольшая. Окушочек есть небольшой. Ой, и там еще кто-то. Язёчек дойдет, не дойдет. Если дергаться не будет, то дойдет. Опа-на, там еще один ездит. Где-то. Опа, Янцкадан. 2 язя. Он весь разбитый уже, он до глаза заглотил крючок. Вот эти еще эти крючки нравятся крепкие.
Они вроде и не крупные, но крепкие, в то же время толстые они. И с загибом, что-то я заметил, с них дольше не срываются. 2 яська. Отлично. Стоять, 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 стоять. Успокойтесь. Так, еще где-то здесь окушочек был. Окочуренный окушочек. Тоже в общую копилку. Кузовочек. Окушочек, кузовочек. Нормально, потихоньку растет. Так, ну-ка, повторения будет, нет? Что-то идет вроде бы. Один язёк-то есть, не знаю, дойдет, нет. Ух ты. Опа, хороший. Хороший. О, этот поменьше. Но тоже неплохо. Сейчас запутает, 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 запутает. Ай. 2 язёчка. И там еще окушочек. Там еще окушочек. Он... Ай, какой прекрасный язёк, о! Во. Вот он, вот он, вот он, вот он, Янскадан. Вот он. Ну и второй подъязочек. Нормально. Потихонечку растет ведерочки. А он на удочку не хочет. И на блесну не хочет. Не знаю. Никак не хочет. Клюет только на продольник. Блин, место такое хорошее. Там возле кустов тиховод, да? Я, щука, окунь, там, блядь, все должно быть. А видишь, не берет ни блесну, ни силикон, ничего. Местный ясь клюет только на продольнике. Ясь, окунь. Но щука тоже иногда балуется, леску перекусывает. За всю жизнь только одну щуку на продольник ловил. Одну единственную. Лет 5-то уж точно прошло, наверное. Так, что у нас? А у нас окунь, окушок. И еще там второй, походу, окушок. 2 окушка. Окочурились уже. Окунь раз. И окунь 2. Вот такой. Вот такие, что, да, бы не взять, смотри. Ну, нормально, окушарики, что. А блесну кушать не хотят. Странно. Закрутил-то опять. Ладно, сейчас распутаем. Давай, сделай вещи на камеру. Вытаскивай что-нибудь рыбного. Рыбную консерву. Тишина? Ну ладно. Так, что-то натяжка есть и неплохая. Сиденье берем. Один окушочек. Что-то пропала натяжка у меня. Сошел, что ли, кто-то. Хорошо тянул, блин. Один окушок. Да, ушел. Блин, хорошая такая натяжка была.
Скорее всего, крупный язь или что-то такое было. Ну ладно, значит не наш. Два кусочка. Ну вот и крайний продольник. Смотрим, что у нас напоследок. А у нас напоследок натяжечка есть язёк, не знаю, дойдет, не дойдет. Попробуем вытащить. Опа, не дошел. Буйный слишком оказался. Повезло язю. Я кусочек еще один. Не наш язёк был. По-любому не наш. Он сказал: я еще поплаваю, я еще подрасту, и на следующий год килограммовиком, полторашечкой попадусь. Как-то вот так. Ну что, проверку продольников мы закончили. Сколько? Четверть ведра поймали. Тоже неплохо. Там навряд ли больше нас поймали, да? Что-то рыба не клюет, пока еще не активная. Или вода холодная, или большая. Так что пока еще порыбачим на продольнике. Получается, рано еще сезон спиннинга открывать. Ну, посмотрим. Ветер стихнет, вечерком видно будет. Может, что и клюнет. А пока выключаемся и будем делать костер. Что-то надо перекусить. Заехали вглубь острова. Здесь вот такое вот типа озеро что-то. Открытое, но как бы соединено с рекой все. Чисто теоретически здесь должна рыба быть вся. И язь, и щука, и окунь. Но практически вот кидали, начиная с начала до конца, ни одной поклевки, ничего. Получается, что рыба не хочет брать. Не поверишь, чтобы здесь рыбы не было. Здесь хорошо, волны нету, кусты держат от ветра. Но рыбы нет. Или вода пошла на спад, рыба рванула, но воды-то еще много, ладно бы там осталось чуть-чуть. Рыбы нет. Нет, рыба не хочет брать, скорее всего. Так что пойдем посмотрим, что там Леха с Андрюхой делают. И надо будет что-то думать. Время к обеду, наверное, да, уже? Так что еще разик сейчас закину. Вытаскиваю щуку на 1,5 килограмма. Оп. И едем. Блин, это что было? Трава? Я уж сердце ёкнуло. Что это было-то? Трава. Все. Едем. Вот. Гортьёль вытекает. Вот парни здесь будут рыбачить. Я так думаю, что-нибудь да обязательно должно клюнуть. Место обалденное. Устье реки. Ладно, ни хвоста, ни чешуи вам.
вот мы уже и на продольниках. Все рядом. Все в шаговой доступности. Так. Вот это фидерный язёк, которого на фидер поймали. Он окушок. Даже пол ведра нету. Так что ловить нам еще и ловить. Посмотрим. Времени прошло с проверки где-то часа 2-то точно. Пару часов по-любому прошло. Так что будем смотреть. Клюнуло, что там не клюнуло. Не успела включиться камера. Вон на втором продольнике попал вот такой красавец язь. Вторая проверка. Закроем, чтобы не выпрыгнул. Язёк клюнул. И все. И крючки все пустые. Это говорит о чем? Что сюда уже, хоть оно будет стоять продольник день, два, три, уже никто не попадет. Надо, значит, проверять чаще, если есть возможность, конечно. Так что будем надеяться, что рыбки мы сегодня поймаем. А по большому счету время язя уже прошло, походу. Это срывают окунь. Это мое чистое мнение, потому что язь бы все равно проглотил и попался. Язя стало меньше, окуня больше. Вот и результат. Пустые крючки и никаких живцов. Все уже посрывали. Ладно, посмотрим, видно будет. Так. Что-то небольшой дергает в конце. Походу окушочек. Сейчас посмотрим. Вытянем весь продольник и видно будет, что там у нас дергает. Конечно, окушок. И опять же вон почти все крючки пустые. Вот это окунё, наверное, дербанить уже. Просто по ранней весне, когда вода холодная, когда вода большая, окуня нет. Я не знаю, где он находится, но его нет. И попадает язь, харю, сиг. Но когда появляется окунь, он малька дербанит и не успевает. А поставить червя дербанит ёрш и тот же окунь. Ну, короче, осталось рыбачить буквально пару дней. И мы будем сворачиваться, снимать продольники и заниматься другой рыбалкой. Так. И здесь ничего нет. Ничего нет. Мальки, в принципе, целы. Так, мне кажется, дальнейшая проверка продольников бесполезна. Сейчас еще посмотрю пару продольников. Если нет, то и нет. О, пружинка, новый продольник. Нету. Как говорится, не хочет пусть не мучает, пусть ловит до утра. Дальше проверять не будем.
Поеду посмотрю, чем занимаются ребята. Вон там вот. Ну и заодно сам попробую, если нет, поедем отдыхать, растопим баньку и будет все шикарно. Что-то не хочет рыбу брать. О, ведро тащит, рыбу поймали. О, кушок, нормально. Вот и приехали мы на берег. Опа-на. Бережочек, бережок. Сейчас попробуем мы порыбачить на удочку.